Добрые глаза, добрые улыбки. Как приятно в такой обстановке начинать праздник. Особенно приятно начать наш праздник в обновленном светлом здании Уканской библиотеки, которая с этого дня будет иметь статус модельной сельской библиотеки. Это первая модельная сельская библиотека на территории Ярского района. Что значит модельная библиотека? Это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошим, укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новые информационные технологии. И все это стало возможным в результате победы Уканской сельской библиотеки в конкурсе заявок на участие в республиканском проекте создания модельных сельских библиотек в Удмуртской республике. Что такое информационное общество? Общество, в котором решающую роль играет информация, ее сбор, ее хранение, перераспределение, обработка. То есть это то, чем всегда занималась наша библиотека. Но если центральные библиотеки, московские, ижевские, да, все больше и больше масштабно продвигают именно развитие новых информационных технологий, то на периферии, как правило, все идет по старинке. На инновации нет средств, чтобы подключить интернет у нас обычно не всегда возможно. Так вот, все это как раз и реализуется в рамках программы по созданию модельной библиотеки. Создание такой библиотеки – это свидетельство признания библиотеки, чтения, я считаю, на государственном уровне. Потому что, как вы уже слышали, в течение нескольких лет идет реализация федеральной программы партии «Единая Россия» «Модельная сельская библиотека». То есть и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и на муниципальном уровне обратили внимание, наконец-то, на село, на культуру села. И мы надеемся, что именно наша Уканская сельская библиотека теперь будет, во-первых, в центре внимания нашего района. Во-вторых, я считаю, что и услуги вашей Уканской сельской библиотеки будут в разы выше. И мы уверены в том, что все наши районные мероприятия, в частности библиотекари района, да, наши учащиеся района будут знать, куда можно прийти, что можно увидеть новое, потому что здесь появились именно те ресурсы, выход в интернет, который дает возможность вам и нам общаться со всем миром. Существует ресурс уникальный в любое время и в любом обществе, в любое время и для любого пользователя, ресурс, который всегда необходим. Это краеведческий. И надо сказать, что сегодня библиотеки все работают по этому направлению. И мне бы хотелось сегодня особым образом подчеркнуть роль, значение и объем краеведческой информации, наработанной этой библиотекой. Надо сказать, что библиотеки сегодня выполняют порой такую работу и используют такие формы в работе, которые трудно, пожалуй, назвать только библиотечными. Некоторые эти формы присущи клубам, отчасти службам социальной помощи. И мы задаемся вопросом, а должна ли библиотека делать вот такую работу? Наверное, должна. Должна, если такая работа необходима тем жителям, где существует эта библиотека. Ведь жителям села недоступны те услуги, те возможности, которыми пользуются жители больших городов. И библиотека должна стараться, а люди должны помнить, что на селе есть то место, где всегда человека ждут и всегда готовы помочь. Наша библиотека очень богата традициями. И она, наверное, одна из старейших библиотек в нашем районе, потому что село у нас старейшее, библиотека, в том числе, из первых, и очень богата традициями. И
И, наверное, как следствие того, что именно вот мы, во-первых, слава благодарности тем, кто сподвиг Елену Вениаминовну на участие в конкурсе. Я сама знаю, чтобы участвовать в конкурсе, надо набраться смелости, надо все равно дать напутственное слово обязательно. Ну и, естественно, раз это все произошло, раз конкурс произошла победа, поэтому надо было двигаться дальше. Но это, конечно, уже на плечи и, конечно, системы библиотечной, и в том числе Елены Вениаминовны. Конечно, когда зашел разговор, когда об этом было немножко страшновато, это ведь действительно ответственность перед всем районом. Во-первых, это раз модельная библиотека, значит, все библиотекари района будут, наверное, наведываться, смотреть и равняться. Действительно, очень приятно, что вот республика доверила в районе Ярском, для всех библиотеки открыть такую модельную библиотеку. Мы постараемся оправдать это доверие все вместе, и читатели, и Елена Нина, и Ярская централизованная система. Это все будет, наверное, помогать тоже нам. Это большая была помощь, мы тоже так сами-то как. Это все было под контролем. Всем огромное спасибо. Я имею отношение к библиотеке, потому что в 1949 году, когда я закончила школу, в институт не смогла попасть работать, не было условий. И комсомол меня направил, тогда избы-читальни были, клубов не было, избу-читальню. Изба-читальня была расположена в небольшом здании, там располагался сельский совет, правление сельского совета, библиотека. Одна комната нам дали с Ольгой Никифоровной. Ольга Никифоровна Барышникова уже работала. Но до нее там работала еще Дмитриева Валентина Алексеевна. А потом, когда приехала сюда Ольга Никифоровна, она... И вот мы в одной комнате с ней работали. Как могли, так и просвещали население. Конечно, книг было очень мало. Даже 1000 экземпляров не было. Очень мало. Но все равно население шло как-то, интересовалось. Мы ставили, как могли, концерты организовывали, и читку организовывали, беседы проводили. Население очень интересовалось этим. А потом библиотеку, я поехала в институт учиться, библиотеку перевели, когда открыли вот в нашей Спасской церкви, она когда-то была глубинкой во время войны, где зерно тогда было. И, значит, туда привозили со всех деревень, как склад, можно сказать. А потом решили библиотеку расширить, открыть. И когда перевели туда клуб в 1957 году и библиотеку, вот все организовали там. Там уже работала Ольга Никифоровна постоянно. И, конечно, все помогали ей. И туда же перевели, вначале была школьная библиотека, школьную библиотеку. Долго там существовала эта библиотека. А потом, значит, еще и работала вот Елена Вениаминовна в этой библиотеке, и перевели туда. Но фонд расширялся, книжный. Еще при Ольге Никифоровне. А сейчас, я говорю, я очень благодарна всем, и правительству, значит, Ижевска, и Ярскому, и нашему сельской администрации, что вот именно открыли такую библиотеку, именно у нас. Все начиналось с Укана, и началось тоже с Укана. Я очень рада. Библиотека станет как бы местом и для учебы, и для работы, и для проведения времени, и для составления мультимедийных проектов. Так что читатели могут здесь и отдохнуть, и поработать в библиотеке. И узнать очень много. Они, выходя из стен библиотек, могут связаться и с другими библиотеками, и получать информацию, общаться друг с другом. Однажды встретились две книжки, разговорились между собой. Ну как твои делишки? О, милая, мне так стыдно перед классом. Хозяин мой обложки вырвал с мясом. Да что обложки? Оборвал листы. Из них он делает кораблики, плоты и голубей. Боюсь, листы пойдут на змей, тогда лететь не в облака. А у тебя целые бока? Твои мне незнакомы муки. Не помню от такого дня, чтобы, не вымыв чисто руки, сел ученик читать меня. А посмотри мои листочки, на них чернильные, не увидишь точки. Про кляксы я вообще молчу, о них и говорить-то неприлично.
Зато я его учу не как-нибудь, а на отлично. В басне этой нет загадки, расскажут напрямик. И книжки, и тетрадки какой ты ученик.